Ведь посудите сами, мы в 90-м году 47-е место по развитию человеческих ресурсов в России занимали. 47-е место. А в 2000 году мы в 8-е место вышли. Это феноменом было. Так никакая территория тогда не развивалась. Вот. Мы тогда за 10 лет 5,5 миллиона квадратных метров жилья строили. Так никто не строил. И притом не сегодня в виде, понимаете, это ипотеки, кредиты дорогие. Народ так задолжал, что более 100 миллиардов уже имеет в банках свой долг. А мы за счет государства строили, за счет бюджета строили. Вот потому что имели возможность. Ну, тут могут, наверное, сказать, что, конечно, вам в 90-е годы, наверное, было проще решать вот эти вот экономические вопросы, да, потому что, во-первых, был Ельцин, который сказал: берите суверенитета столько, сколько хотите, но при нынешней власти, когда у нас есть такая централизованная власть в России, что в регионах практически не могут ничего решать. Вот по поводу продажи там Эльгинского месторождения. А кто заставил нас продать? Когда угольная промышленность — это собственность республики была. Кто нас заставлял? Никто не заставлял, сами продали. Ну вот как бы и намекают, что, возможно, заставили. Как вы считаете? Нет. Мы на проме рвались, что продать. Чьей собственности находится нефть, газ, уголь. Ведь смотрите, когда мы создавали компанию «Алроса», мы имели долю. Мы добились этого своей настойчивостью, своим именно научно обоснованным подходом, что республика имеет право иметь свою долю. Не только республика имеет, мы 8 улусам, потому что они более пострадали период этой эпопеи, дальше трудовому коллективу. То есть мы создали первую модель, что будет республика по этому пути идти. И акционирование угольной промышленности, газовой промышленности, нефтяной промышленности. Республика должна иметь свою долю во всем. Не надо продавать 100%. Вот Мечели продали весь уголь богатейшими запасами. Одно месторождение Эльгинское, имеющее такие запасы, которые, если мы будем 100 миллионов тонн в год ежегодно добывать, хватит запаса его на 100 лет. Вот ее продали на 47 миллиардов рублей. Так? И что получили мы? Получив это, несколько марафетил, так, Мечель, и 49% продал за 100 миллиардов. Вот вам. А нефть тоже такая же картина, потому что мы имели владельца, это самое, Талаканское месторождение. Это наше было. Так? Почему до конца не довели? Потому что и наш Ильтумен опротестовал, когда мы выиграли тендер за 500 миллионов долларов. И тогда был порядок, 60% в бюджет республики шло с этого расхода. Только 20% шло в федеральный бюджет. Практически мы за 2 года окупили бы. Так хозяйничать нельзя. Вот в результате этого, вот сегодня республика не владеет ничем. Мы практически в виде налогов, которые на это рассчитывали некоторые товарищи, без ничего, потому что льгота за льготой имеет эта трансконтинентальная компания. Вот. Республика до сегодняшнего дня находится дотационно, когда 1 100 миллиардов валовый внутренний продукт. Это огромные деньги.